оказывается, это рак. Потом уже этот мальчик, врач, он определил, что это рак. Малика Сабирова – это звезда первой величины. На главной сцене Академического театра оперы и балета имени Садриддина Айни в Душанбе, где и сегодня продолжают традиции национального балетного искусства, в 70-х и 80-х годах 20-го столетия блистала великая Малика Сабирова. Она увековечила имя Таджикистана в истории мирового балета. Малика Сабирова доказала, что у нас в Таджикистане он есть, причем благодаря есть на высоченном уровне. Ведь она стала звездой тоже мирового уровня. Даже когда я училась в России, мне постоянно ее ставили в пример. Она звезда во всем мире, ее все знают. Поэтому мы до сих пор пытаемся отдать дань тому, что она сделала. Куда бы мы ни ездили, в Европу, в Россию или в другую страну, там обязательно вспоминали Малику. Малику очень хорошо знали. Действительно, Малика была принцессой мирового классического танца, и она смогла представить это великое таджикское искусство на мировой арене. Мы не перестаем гордиться ею. Малика Сабирова родилась 22 мая 1942 года в семье флейтиста оперного театра Абдурахима Джалилова. В 10 лет на конкурсной основе ее отобрали на учебу в Ленинградское хореографическое училище и сразу после окончания в 19 лет взяли в труппу Кировского театра. Но будущую звезду уже ждали в Душанбе. Я с ней создал очень много великолепных произведений. Вот все наши достижения мы вместе доставали благодаря ей, ее трудоспособности. Она меня заставляла работать. Я был фактически такой ленивый. Духовно она меня просто так поддерживала. Мы же, когда выезжали с Большим театром, в этой группе она говорит, что мы должны лучше всех быть. И мы были лучше всех. Мы танцевали в самом конце самые трудные вещи. Все там адажи, кусочки, там то миниатюрку. А мы полные, под ИД, полные номера. Малика исполняла главные партии в «Жизели», «Дон Кихоте», в «Лебедином озере», в «Ромео и Джульетте». В 1969 году завоевала золото на первом международном конкурсе артистов балета в Москве и уже 5 лет спустя стала народной артисткой СССР. Малика Сабирова – это звезда первой величины. И говорить об этом я могу с уверенностью, потому что знаю я с самых первых ее шагов. Малика Сабирова и Михаил Бурханов, ее муж в то время. Это была пара практически равнозначная Максимовой и Васильеву у нас в Советском Союзе. И редко, когда бывает такое удивительное сочетание благородства, чистоты, отношений к своей профессии. Фильм-балет Рубаи Хайяма Толиба Шахиди, созданный по заказу Госпфильмфонда СССР, впервые был показан в 1981 году. Присутствие Малики Сабировой было для нас, можно сказать, подарком судьбы, потому что эта балерина была известна на весь мир и всегда танцевала в спектаклях Большого театра СССР и в нашем театре, Государственном театре оперы и балета имени Садриддина Айни. Малика Сабирова считалась примой балериной, так же, как и в Большом театре.
В общем, это все незабываемо, и когда я смотрю этот фильм-балет отрывками или просто целиком, поражаюсь тому, что мы смогли запечатлеть такую замечательную балерину. Знавшие ее деятели театра говорят, что Малика была рождена для балета. У Малики Сабировой была необыкновенная техника и точность. Точность и позиций, и рук, и движений в целом. В ней была удивительная органика. Именно этим она отличалась от очень многих других танцовщиц, которые обладали, может быть, большим шагом или большим масштабом, большей широтой и все. Но в ней вот это такой вот классический эталон был. Это чистоты классического танца. Как она танцевала замечательный Дон Кихот и Жизель. Это то, что я вот видел. И она меня поражала. Поражала именно в ней в то же время все время была какая-то такая беззащитность. Мне никогда не чувствовалось этого уверенности, нахальства такого артистичного, которого иногда мы требуем от этой балерины, прима-балерины. В ней была удивительная женственность. «Умирающий лебедь» есть такой номер. Постоянные репетиции, выступления и гастроли вскоре сказались на ее здоровье. По воспоминаниям супруга, на одном из концертов на Кубе она неожиданно стала задыхаться. Пришлось отменить все европейские туры. Спустя 2 месяца лечения от туберкулеза в Душанбе ее направили к московским врачам. Вердикт был страшным – рак легких. Ей было всего 37 лет. Она чувствовала, что она уходит? Она не чувствовала. Она чувствовала, что она болеет, но она думала так: я выйду из этого, я вылечусь. Она же борец была, да? Да, по да. природе? Но когда уже кульминация началась, она внутренне стала чувствовать. А что она говорила в эти дни? Она мне говорила одно: сказать вам, Скажите. если со мной что-нибудь случится, если ты женишься. Ага. Я говорю: о чем ты говоришь? Да. Я тебя очень прошу. Я говорю: почему так говоришь? С тобой ничего не случится. Она говорит: музычка, я знаю, обещай, что ты не женишься. Я говорю: попробую. Ну, что, я знаю, что с тобой ничего не случится, да? Всячески ее успокаивал. Это одна сторона. Был еще один момент, когда мы жили в раковом центре на 17 этаже. Это где, в Москве? В Москве, да. Она тогда уже догадывалась, что у нее рак. И мы вышли в балкон, а там балкон такой высокий. Она говорит: давай полетим. Я говорю: как полетим? Да. Вот так встали на стул, и там балкон на папер балконный. Ты не боишься полететь? Я говорю: нет. Давай полетим. Я говорю: ну давай полетим. Она хотела прыгнуть. Я говорю: давай прыгнем. То есть вы тоже были таким отчаявшимся уже? Я был в состоянии в таком, что мне все равно наплевать было. Я Что вас держало? я ее тогда очень сильно любил, очень боялся, переживал за нее. А что вас держало в этот момент? Мы стояли вот так вот, и вдруг сзади врачиха пришла, бах, нас вытянула. Вы что, с ума сошли? Что вы делаете? Я говорю: нет, мы физкультурой занимаемся. То есть Малика была бы, да, готова пойти на это? Да, да. И с собой меня бы взяла бы. Любила? Да. Она не хотела, чтобы я кому-нибудь еще достался. Она не хотела, чтобы я кому-нибудь остался. Я когда ее привез в Душанбе, уже совсем такую тяжелую, да. Она же не ходила, вы сказали. Да, она лежала, она слепая была, уже парализована, все. Но я ее оставил. Мне врачи говорят: иди отдохни, потому что ты уже сумасшедший стал.
Ее не стало февральским утром 1982 года. Ей было 39 лет. Хоронили Малику в любимом костюме Жизели. Ее творчество долгие годы вдохновляло поэтов и композиторов в Таджикистане. شعری که استاد مومن قناعت از سنت نهایت بالا و بالای ملکه صابرова که الهام میگیرد. Мумин Канаат, воодушевившись великолепным талантом Малики Сабировой во время исполнения партии в «Лебедином озере» Петра Ильича Чайковского, еще сидя в зале, начал писать эти строки. Романс из 3 частей отражает труд, стремление, самоотверженность и муки самой Малики. که وصلی ما در این افسانه میماند زمان بعدی تو آتش ها میماند زمان بعدی تو آتش ها